Как говорил известный японский писатель Харука Мураками, весна – это пора, когда нужно начинать что-то новое. И сегодня в программе нашей «Проспект Весна» я испробую на себе новые фитнес-направления, которые появились совсем недавно в нашем городе, а также мы узнаем новые танцы в исполнении маленьких ребятишек. Ну что ж, поехали! В эфире программа «Проспект Весна». Итак, ну что ж, сейчас я нахожусь немножечко в неудобной для себя ситуации. На мне не луноходы и не детские развлекательные ботинки. Это достаточно серьезная обувь для фитнес-занятий. Kangoo Jumps. И давайте сейчас мы на практике и посмотрим, наверное, с нашим тренером Ксенией. Она мне покажет, что нужно делать. И начнем, наверное, да? Да, давайте начнем с правой ноги. Просто прыгаем на месте. 4, 3, 2, захлёст! Еще, отлично! 4, 3, 2, колено! Сайт! Достаточно. Надеюсь, дорогие телезрители, вы поняли, что это достаточно не смешное развлечение. Это серьезные физические нагрузки. Ну а что же такое Kangoo Jumps, нам расскажет Ксения Макарова. Присядем, наверное, да? Да, наверное. Так, можно я немножечко вас подвину, мои малышки? Ой, Ариша. Так, присаживайся, Ксения. Итак, дорогуша моя, простите. Ксения, ну расскажи, пожалуйста, как пришла идея вообще открыть такое направление в нашем городе? Я занималась продолжительное время кроссфитом, направлением таким фитнеса. Вот, но у меня начали болеть от нагрузок, колени, поясница. И я искала замену, чтобы было также эффективно, но безопасно. И наткнулась в интернете вот на такой вид. Как бы у нас в городе этого не было. Я съездила, попробовала, мне понравилось, отучилась и привезла сюда, в Якутск. Необходимо отметить, что Ксения съездила, отучилась, то есть она сертифицированный тренер по Kangoo Jumps. Ну и тогда поподробнее, что же развивает данные прыжки? С виду вроде забавное развлечение, но прыгаешь и прыгаешь, веселишься и веселишься. А ведь это достаточно серьезная нагрузка и на позвоночник, и на все мышцы тела, насколько я знаю. Да, изначально они вообще были как бы разработаны для реабилитации спортсменов с травмами суставов. Вот, но как бы позже они уже нашли свое место в фитнес-направлениях разных за счет высокого эффективного очень похудения. То есть люди поняли, что на них можно терять вес, можно приобрести очень красивый рельеф, так как у нас работают мышцы ног, мышцы пресса, спины, ягодиц и рук. Тело приобретает очень красивые формы. Ксения, я знаю, мы с вами немножко побеседовали до эфира, что даже разглаживаются морщины. Да, за счет циркуляции крови, притока крови, кожа разглаживается, поры сужаются, уходит сальный блеск, и кожа сияет. Да, молодеете. Ну, прям чудо изобретения, да? А скажите, пожалуйста, откуда вы приобретаете эту обувь и возможно ли ее купить и заниматься этим в домашних условиях, или это категорически запрещено? Нет, в домашних условиях можно заниматься, только предварительно все-таки нужно позаниматься 2-3 занятия с тренером, чтобы понять, как правильно это делать. А приобрести их можно, я являюсь официальным дилером, то есть через меня мы находимся, у нас есть страничка Kangoo Room ЕКТ в Инстаграме, можно там
будет посмотреть, связаться со мной и как бы купить, приобрести такое чудо. А если у нас, вот мы сейчас на видео видим, да, в принципе, достаточно худенькие, да, дамы занимаются таким, а если же немножечко у вас есть избыток веса, возможно ли заниматься на таких Да, камбуджам сейчас в ботинках? данный момент у нас ботинки до 75, до 80 килограмм. Через месяц примерно придут ботинки для людей, которые весят до 90 килограмм и 120 килограмм, даже такие есть. А вообще, сложно ли скоординироваться? Нет, нет, это совершенно, как бы первые 2 минуты, наверное, сложно, потому что вы очень высокая, становитесь выше, вы ощутили на себе, потом они сидят как влитые, все просто. С какими проблемами может столкнуться человек, который вообще не подготовлен никак физически и встал вот на такое спортивное снаряжение? Просто ему сначала непривычно, наверное, но через 2 минуты это проходит. Ну вот мы, например, с девушкой, да, девушка явно тоже не прыгала никогда в такой обуви, да, но мы практически с первого раза освоили, да? Да. И это все. Кстати, я знаю по статистике, по сжиганию килокалорий, да, вот прыгая там буквально 30 минут, да, на таких ботинках, это практически то же самое, что бег там. Да, за час бега мы теряем от 450 до 600 калорий. А за час занятий на Kangoo Jumps мы теряем от 1000 до 1500 калорий, но это зависит от интенсивности. Как бы в среднем это, ну, на начальном уровне примерно 1000 килокалорий. Но помимо вот физических, да, нагрузок, мне кажется, огромное значение имеет вот просто масса позитивных эмоций, которые я получила буквально за 2 минуты, да? Да. То есть люди, наверное, уходят с улыбкой на лице, заряжаются вот этой энергией, бодрости, радости. Мне кажется, это как тем более актуально сейчас весной после зимы. Да, от апатии, депрессии не остается и следа. Это действительно очень весело. Девочки отметили то, что после занятий они чувствуют невероятную легкость или бодрость, и отличное настроение не оставляет их. Они приходят с удовольствием на следующую тренировку, и мы занимаемся вместе. Ксения, а по вашему личному мнению, сколько раз в неделю примерно нужно позаниматься, дабы поддерживать себя вот в таком хорошем тонусе? Так как это интенсивная, очень интенсивная кардиотренировка, достаточно 2-3 раз в неделю. 2-3 раз в Да. неделю по часу? По часу, да, По часу. целой тренировке. А скажите, пожалуйста, планируете ли вы заниматься вот такими занятиями на открытом воздухе? Да, это обязательно. Вот сейчас, как все подсохнет в Якутске, мы будем заниматься на набережной, в парке. Есть направление, буткэмп называется. Оно именно направлено на свежем воздухе на занятия. Мы там будем бегать, преодолевать препятствия, эстафеты и силовые упражнения определенные. То есть совсем скоро мы увидим вас на улицах нашего улицах города. да, Вот вы в таких увидите замечательных. Как колонну фанатичных зайчиков, которые... Ну, я уж точно мимо не пройду, сниму с кого-нибудь ботинки и тоже с вами вместе, так как я уже опытный человек, да? Итак, спасибо большое, Ксения, что посетили сегодня наш проспект. Я думаю, многих заинтересовал такой вид спорта. Мы желаем вам успехов в вашем деле и, надеюсь, весна это будет для вас таким очень хорошим и красивым стартом. Большое спасибо. Итак, дорогие друзья, весна и лето – это наиболее опасный сезон для здоровья глаз. Очень интересный факт. Первые солнцезащитные очки появились около 800 лет назад. Но это были снежные очки, чтобы укрыться от солнечных лучей в Арктике. Они изготавливались из дерева, кости или кожи и имели длинную прорезь для глаз. Но какие очки актуальны сегодня и как их подобрать, мы узнаем в следующем сюжете. Смотрим. Салон оптики OK Vision открылся в нашем городе в 2013 году. Миссия компании – это видеть мир во всех красках и жить полной жизнью. И вот уже на протяжении многих лет салон предоставляет широкий выбор медицинских оправ и солнцезащитных очков, очковые линзы, контактные линзы ведущих производителей, а также аксессуары и средства по уходу. Но на что же нужно уделить особое внимание при выборе очков? В современном мире большинство людей выбирают очки на все случаи жизни. Но ведь такая экономия может дорого обойтись глазам. И здесь обязательно нужна помощь специалиста. В салоне оптики OK Vision прием клиентов, подбор сферических и асферических очков, контактных линз ведет врач-офтальмолог высшей категории, оптометрист с 30-летним опытом работы Жиркова Ирина Ивановна. У нас проводится полный прием клиентов с подбором сферических и асферических очков. Также занимаемся подбором мягких контактных линз. Они все лицензированы. Занимаемся обучением надевания и снимания линз. Также можем предложить вам любые вам понравившиеся оправы.
Обычно темные очки от солнца не защищают. Они лишь снижают яркость цвета, но при этом вредят глазам, потому что ультрафиолетовые лучи в них беспрепятственно проникают сквозь затемненные линзы. Хорошие солнцезащитные очки имеют специальное покрытие, блокирующее вредное для глаз излучение ультрафиолет. Чем больше показателей поглощения, тем лучше. Выбирайте очки с защитной способностью не менее 98%. В салоне оптики OK Vision вы можете подобрать солнцезащитные очки на любой вкус и цвет. Например, для постоянного ношения в городе подходят очки первой и второй категории светопропускания. Для поездок на море рекомендуются очки с поляризационными линзами, которые гарантируют стопроцентную защиту от ультрафиолетовых лучей. Для вождения автомобиля хороши очки антибликовые или антифарные, а также очки-градиенты. У них неравномерно окрашены линзы, сверху темнее, внизу светлее. Такие очки увеличивают поле зрения и защищают глаза от солнца. В салоне оптики вы также можете приобрести антиглаукомные очки, а также гидрофобные очки, которые подойдут для людей, занимающихся активными видами спорта, и охотников, ведь именно такие линзы не запотевают и водоотталкивают. Но если вам понравились привлекательные дизайнерские очки в широкой оправе, то и для них возможно подобрать линзы с диаметром 75 мм. В салоне оптики OK Vision имеются также очки популярных брендов современного дизайна с поляризационными линзами, которые нейтрализуют яркие блики, улучшают цветопередачу, снижают утомляемость глаз у водителя и гарантируют стопроцентную защиту от ультрафиолета. Демократичность цен, профессиональный коллектив, высочайшее качество продукции – вот он секрет успеха деятельности салона оптики OK Vision. Высококвалифицированные специалисты оптики OK Vision всегда найдут индивидуальный подход к каждому клиенту. Добро пожаловать в салон оптики OK Vision. Мы рады вас видеть каждый день. Мы работаем без выходных. Ждем вас. Салон оптики OK Vision находится по адресу улица Петра Алексеева, 11. Красота и грация. Но это не хореографический этюд, как показалось бы в начале. Это новое направление фитнеса – антигравитационная йога. А что же это такое, мы узнаем сразу после рекламы. Не переключайтесь. Итак, до ухода на рекламу мы поговорили с вами, затронули только тему нового фитнес-направления – антигравитационная йога. А что же это такое, мы узнаем прямо сейчас, потому что рядом со мной находится тренер программы «Антигравити» Валерия Назарова. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте. Валерия, ну я вижу, ну это просто что-то интересное, да? Вот для меня это в диковинку. Что же такое антигравитационная йога? В первую очередь, это фитнес-направление, направленное на то, чтобы развивать физические способности человека. И, наверное, самый главный принцип – это растяжение нашего позвоночника, всей мускульной системы вдоль одной линии. Это очень проблематично сделать в нашем современном мире, потому что, оказывается, давление, мы очень много сидим, чаще ездим на машинах, и именно гамак помогает нам вытянуть позвоночник до конца, потому что не оказывается никакого давления. Полная декомпрессия позвоночника происходит. То есть в первую очередь это релаксация какая-то, да, и также вот ощущение какого-то полета. Нет, скорее всего, в первую очередь это именно польза для позвоночника, польза для нашей спины и организма. Во вторую очередь это релаксация, это полезные эмоции, то есть выполняются всевозможные трюки, от которых, невозможно не улыбаться, и в любом случае ваше настроение, уровень эндорфина, скажем так, он повысится, и вы будете уйдете с тренировки в прекрасном настроении. А скажи, пожалуйста, где можно заниматься этим?
В нашем клубе Fitness Life мы единственные представители в городе программы антигравити. Ну, есть гамаки, но антигравити, гамаки Харрисона именно только в нашем клубе. Вы можете прийти позаниматься, тем более сейчас у нас идет бесплатная неделя занятий по антигравити и детских направлений. Можете прийти, попробовать с 20 по 27 число. Записывайтесь и пробуйте. Как бы ограничений никаких нет, абсолютно совершенно. Попробовать должен каждый, почувствовать на себе, как это. А скажи, пожалуйста, а если человек вообще не пластичен? Ну вот бывают же такие вот, родились, но не пластичные. Я, наверное, ярый пример этого, да? Возможно ли мне как-то вот, ну вообще совладать со своим телом вот именно на этом гамаке? Нету никаких ограничений в возрасте, в весе, в телосложении. Абсолютно никаких нету. Берете, пробуйте, главное доверять тренеру и гамаку, и своим ощущениям. Главное не бояться. Будете бояться, не то чтобы ничего не получится, просто не получите должного кайфа от этих занятий. Давайте с вами попробуем сейчас. Ну давайте. Я понимаю, нужно разуться, Да, в любом стоит случае. разуться. Одежда должна быть комфортная. Главное, у нас, чтобы гамак должен быть с вами натянут. Самое, наверное, веселое, что мы с вами попробуем, это полет-вихрь. Полет-вихрь. Я вам сейчас покажу, потом сделайте. Мы с вами встаем на носочки, проходим чуть-чуть вперед, опускаете корпус, руки переводите назад. Дальше я вам тоже подскажу, хорошо? Так, хорошо. Итак, Натянули делаю гамак. так, Стоите на носочки. на носочках, опустила, Проходим чуть-чуть вперед. пошла, Наклоняем корпус вперед. наклонила. Ручки переводим по гамаку наверх. Еще пару шагов вперед. Смотрим вперед. А теперь отпускаем ножки, улыбаемся и летим. Улыбаюсь, главное. Улыбаемся и отпускаем ножки. Вот Мамочки, так. как же тут улыбаться-то? Надо постараться. В этом упражнении мы полностью вытягиваем наш позвоночник. Как я смотрюсь, Растягиваем. Валерия? Прекрасно. Ой, мне очень тяжело. Очень... Ну, это по первости. Это нормально. Теперь Уважаемые телезрители, это только кажется, что я летаю и парю, и мне так легко. У меня При движении напряжено гамака практически все ставим тело. ножки. Ставим ножки. Ставим. Так. Отлично. Все. Хорошо. Ну и, наверное, самую главную фишку антигравити мы сейчас с вами тоже сделаем. Это декомпрессионный переворот. Разворачиваемся. Гамак на бедренный пояс. Отпускаем корпус. Ручки тоже на гамак. Ножки вывели в сторону, перевели и расслабились. Положение Человек-паук. Отлично. Так, вам. Пробуем. Делаю так. Так, гамак на бедренном поясе. Мгм. Шаг вперед, правой или левой ногой. Мгм. Слегка опускаем корпус назад, прогибаемся. Не бойтесь, я стою сзади вас, подстрахую. Ручки переводим по гамаку наверх. Мгм. Прогибаемся. Ножки подтягиваем наверх. Ой, Аккуратнее. Стоп, 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 стоп. Стоп. Завели. вот так. Да. И, Отпускаем. как вы сказали? Человек-паук с удержанием. Человек-паук. Вуаля. В этом положении мы полностью растягиваем наш позвоночник, потому что где никакого давления не оказывается на позвоночный столб. Вы получите массу удовольствия Масса и удовольствия. здоровье ваше самое главное. Ой. Ну, Валерия, огромное спасибо вам за практику. Уважаемые телезрители, не забываем о том, что в Fitness Life у нас сейчас проходит бесплатная неделя. Придите, обязательно попробуйте, это того стоит, честное слово. Спасибо большое, Валерия. Присаживайтесь к нам вот сюда. Фух. Ну, а вообще, вы сказали, что ребятишки тоже занимаются на гамаках. Да, деткам тоже можно, для них есть специальная программа, более облегченная, у них идет программа более веселая в форме игры. Когда у нас детки занимаются, мы пробовали только недавно деток запустить на гамак. Ну, столько эмоций, столько радости я не видела давно, потому что кувыркались, переворачивались, бесстрашие, маленькие обезьянки и все веселее. То есть детям тоже нравятся детям, занятия да, на гамаках? детям тоже полезно, потому что Вот- спинки у всех у нас. Вот, Валерия, бывают именно про искривлены. это я и хотела сказать, что любовь к спорту, к движению нужно начинать с самого детства. Но не всем ребятишкам, возможно, доступны спортивные значит, секции, либо нагрузки запрещены некоторым. В этом случае главная альтернатива – это, конечно же, танец. И сегодня у нас в студии прекрасные девочки, красавицы. Давайте знакомиться. Ансамбль современной хореографии «Версия». Привет, девочки! Ну и, конечно, бессменный художественный руководитель Вера Андреевна Яковлева. Здравствуйте. Вера Андреевна, расскажите, пожалуйста, пару слов вот о ваших таких прекрасных девочек. Сколько им лет?
какие танцы они исполняют и вообще как давно они занимаются? Ну, это младшая группа ансамбля, им от 5 до 7 лет. Как правило, ну, они занимаются около 3 лет, 3-4 года. Направление у них в основном эстрадный танец в этом возрасте. Занимаются они 4 раза в неделю. Так, ну вот. Вера Андреевна, а скажите, с какого возраста вообще ребенок может вот именно чувствовать темп музыки, да, ритм, слышать вообще музыку? Бывают ли такие дети, которые вообще не обучаемы, или все-таки каждого ребенка можно научить танцевать и слышать музыку? Ну, музыкальный слух – это все индивидуально, у каждого ребенка по-разному развивается. Но по нашему опыту в 5-6 лет дети уже начинают хорошо слышать музыку. И, как правило, в каждой группе есть ребенок, который хорошо чувствует ритм, и дети на него ориентируются. Ну, самый оптимальный возраст для детей – это 4 годика. Ну, бывает, дети в 3 года уже готовы к подобному роду занятий. Вот. Но самый оптимальный возраст – это 4 года. 4 года. А сколько сейчас у вас вот таких маленьких прекрасных девочек? Ну, вообще в ансамбле на данный момент у нас 160 детей, 6 групп, 2 подготовительные группы и 4 основные. А выступали ли вы уже где-то на международном уровне, либо ездили на всероссийские соревнования, или у вас ближайшие планы это только? Ну, на международные всероссийские не выезжали еще. В августе мы планируем поездку на международный фестиваль в Болгарии. Так участвовали мы в конкурсах республиканских здесь, стали лауреатами 1-й степени. А также группа, которая сегодня присутствует в эфире, стала обладателем гран-при на фестивале «Бриллиантовые нотки». И они выиграли путевку в Индию в количестве 30 человек. Да вы что, и они уже побывали там или только собираются? Нет, поездка будет в январе месяце 2018 года. Какие вы молодцы, девочки! Вы скоро поедете в Индию? Хотите уже туда поехать? Да, вы молодцы, заслужили, да, эту поездку. А скажите, сложно ли вообще вот в таком маленьком возрасте заниматься танцами? Вот именно, я же знаю, что это все-таки тяжелый труд для ребенка, да, это растяжки, это постоянные вот какие-то, знаете, наверное, тренировки, даже и дома они, наверное, этим занимаются, для того, чтобы, получить хороший результат. Да, но немаловажно, да, именно работа родителей с детьми. Родители должны участвовать в творческой жизни ребенка и принимать активное участие в жизни ансамбля. И у нас очень дружные родители, они помогают детям, и поэтому, наверное, у нас такой результат, за что им большое спасибо. Итак, родителям спасибо большое. Девочки, а скажите, кем вы мечтаете стать? Кем мечтаете стать здесь, девочки? Я мечтаю стать балериной. Балерина у нас будущее в студии, да? А здесь девочки кем мечтают стать? Балеринами. Тоже балерины? Прям все балерины. А кто хочет стать не балериной? Ты кем хочешь стать? Диспетчером. Диспетчером хочет стать наша такая юная девочка, диспетчер, да? Итак, девочки мои дорогие, я знаю, что у вас готово выступление. Прошу, пожалуйста, вот сюда. Давайте покажем всем телезрителям нашей республики, какие у нас красавицы. Итак, ансамбль современной хореографии «Версия».
оптимистичной ноте наш эфир подходит к концу. Мы прощаемся на этом ненадолго. Увидимся на этом же месте на проспект Весна. До новых встреч. Всего доброго.